прошлом году в Ленской ЦРБ произошли большие изменения. Приехали новые врачи. Проблему с кадровым составом, конечно, не удалось решить, но все же работа в этом направлении ведется. Как ведется и обучение фельдшеров и медицинских сестер. Ежегодно закупается новое оборудование и проводятся ремонты. В 2023 году в Ленской ЦРБ проведен большой объем ремонтных работ. За счет собственных средств был отремонтирован приемный покой. Теперь здесь появилось два входа. Один для посетителей, тут же расположен гардероб и место для передач. Второй для пациентов, поступающих на госпитализацию. Все стало совсем по-другому, начиная от входа и заканчивая всем, что есть. Где гардероб, там один вход. Отдельный вход мы называем центральный, где вот носилочных закатывают, завозят. И отдельный вход привозят на медосвидетельствование, алкотесты. То есть обычные пациенты и пациенты, которые поступают с полиции для медосвидетельствования, они не контактируют. После ремонта в приемном отделении появился отдельный кабинет для дежурного врача, также комната отдыха. Как была процедурка, кабинет для врача, чтобы у нас врач всегда рядом был. Кабинет просторный, все. Отдельно манипуляционная есть, которой ранее не было, все было в одном. Все предусмотрено, нам все нравится. Говорю, как было и как стало, это небо и земля. Проведен ремонт гинекологического отделения. Теперь там располагается административная галерея. Но это вообще для удобства всех сотрудников, для удобства пациентов, потому что, во-первых, вход получается с двух сторон, можно зайти как со стороны старой поликлиники, так и со стороны приемного покоя. Удобно, что теперь наши сотрудники зимой не будут ходить по улице с одной части больницы в другую, просто потому что раньше здесь располагалось отделение, по которому ходить было нельзя, и, соответственно, все ходили по улице. Продолжается ремонт в бывшем административном корпусе. После его завершения туда будет переведено отделение психонаркологии. Психонаркологическое отделение, инфекционное и противотуберкулезный диспансер у нас находится в аварийном здании. Пытаемся организовать так, чтобы наши пациенты, самые незащищенные, были все-таки в тепле, ближе к основным структурам. Здесь у нас лаборатория, здесь у нас все диагностические процедуры. Достаточно часто им бывает нужна в том числе и реанимационная помощь, анестезиологические пособия какие-то. Также был проведен ремонт в центральной стерилизационной, отремонтировано отопление в дескамере, стояночном гараже хозчасти и гараже скорой помощи. Заменена система отопления в инфекционном отделении. Помимо всего вышеперечисленного, главврач Светлана Куц рассказала, что закончен ремонт профилактория БРИЗ поселка Пеледуй, куда переехала поселковая больница. Мы провели ремонт в Витимской больнице, там канализация. Мы наконец-то сделали теплый туалет для посетителей, потому что там туалет был на улице для посетителей. В том числе я еду сейчас в Витим для того, чтобы посмотреть этот ремонт, потому что когда я посмотрю, только после этого я подпишу акт выполненных работ, только после этого мы проведем оплату из этих денег. То есть я очень ответственно отношусь к этому моменту и, соответственно, отвечаю за то, что я делаю. И плюс мы же очень много работы провели по ремонтом теплосетей, то есть теплосетей, отопления, да, то есть это регистры, это установка, это замена труб, то есть это то, что не видно и не покажешь. Это некрасивые стены, это, подумаешь, батареи поменяли, но в рамках больницы батареи это тоже достаточно объемно и дорого. В 2023 году коллектив Ленской ЦРБ пополнился несколькими врачами. Новые специалисты приезжают к нам в район ежегодно, но единицами. Закрыть проблему с кадрами уже много лет, так и не получается. На сегодняшний день укомплектованность составляет всего 57%. Как у нас было, на 10 терапевтических ставок 2 терапевта, так это, в общем-то, и остается. Прибыли к нам по весне врач-фтизиатр, и она же была врачом-эндоскопистом. У нас уехал наш доктор-эндоскопист сначала в отпуск, потом он уволился, но она подхватила, и перебоя никто не заметил. Но, к сожалению, ей пришлось уехать, она нас в августе тоже кинула. Мы приглашаем, допустим, сейчас докторов, но самое первое, что они спрашивают, это зарплата и жилье. И если по зарплате мы еще можем сориентироваться, предложить дополнительную какую-то работу, да, то есть объемы увеличить, то с жильем у нас проблема, потому что своего служебного жилья у нас нет, и каждый раз нам приходится либо искать квартиру, а сейчас с этим почему-то проблема очень большая, и найти квартиру очень сложно. А если она находится, то она очень дорого стоит. 4 человек у нас перехватил, по-моему, Волгоград.
Ну, то есть люди были готовы приехать к нам, но мы пока здесь пытались решить вопросы по жилью, им там сразу же предложили жилье. Причем с условием, вот они приезжают, по-моему, 7 лет отрабатывают и получают в собственность. Ну, мы здесь договаривались про служебное, а там им сразу же уже вот готовые квартиры. Конечно, люди поехали туда. Отсутствие жилья – это основная проблема, которую никак не удается решить. Именно поэтому медики отказываются работать у нас в районе, хотя заработная плата предлагается сегодня достойная. Но все же есть и те, кто соглашается с предоставленными условиями. Так, в конце прошлого года по приглашению главного врача в Ленскую ЦРБ прибыл врач-хирург, кардиолог и реаниматолог. Активно ведем работу, я сама лично ищу, подбираю кадры, пишу, выхожу на людей, выходит кто-то на меня, мы переписываемся. Ну, то есть вот таким образом работа все равно ведется. Потому что кадры решают все. И пока у нас не будет кадров, у нас очень многие вопросы будут, конечно же, зависать. Сложившуюся ситуацию помогают решить республиканские врачи. Несколько раз в год они приезжают в Ленск. В течение нескольких дней проводят прием пациентов. Тех, кому необходимо обследование или оперативное лечение, они направляют в город Якутск, в республиканскую больницу. Очередной приезд состоялся в ноябре. Вели прием пациентов лор, кардиолог, эндоскопист, колопроктолог, травматолог, ортопед, узист по сосудам и сердцу и абдоминальный специалист УЗИ. Бригада врачей из 2-й республиканской больницы отбирала пациентов на плановое хирургическое лечение. Для подбора это не диспансеризация, не медосмотр. Поэтому мы заранее обговорили администрации Ленского ЦРБ, чтобы подбор, чтобы, например, кардиологу, чтобы готовыми ЭКГ было, да, для травматолога, чтобы рентген-снимки или МРТ, что необходимо для, чтобы ожидания не было. У кабинетов специалистов собирались очереди. Многие подходили без записи в надежде попасть на консультацию. Более всех были востребованы кардиолог и специалист УЗИ по сосудам и сердцу. За один двухдневный визит бригада врачей осмотрела более 220 человек. Из них 45 направлено на оперативное лечение. 16 человек получили направление от лор-врача, 13 вызвало на операцию кардиолог, 9 колопроктолог и 7 пациентов ортопед. Сегодня, к сожалению, нашли онкобольного. Я, например, нашел. А по УЗИ, по показаниям, все, во время обеденного перерыва мы обговорили, там нашли тоже образование по УЗИ, например. Да? Поэтому конкретно, например, вот этого пациента я перенаправил, ускорил из местных врачей, сказал, чтобы ускорить, направить на онкодиспансер. Операции в республиканской больнице для ленчан станут бесплатными. Вопрос нехватки специалистов находится на контроле не только главного врача, но и районных властей. Приезжим врачам выделяются служебные квартиры и выплачиваются подъемные. Но в этом году, благодаря новому главе Александру Черепанову и поддержке районных депутатов, вновь заработала программа здравоохранения. В нее внесены некоторые коррективы, но сумма, которая выделялась ежегодно Ленской ЦРБ в 30 миллионов рублей, осталась прежней. Программа предусматривает дополнительные меры поддержки приезжим врачам и приобретение дорогостоящего медицинского оборудования. Сейчас мы уже понимаем, что у нас есть возможность закупить необходимое нам оборудование в рамках вот этих вот положенных нам средств. Это районная программа, да, я очень благодарна и районным депутатам, и очень благодарна вот конкретно Александру Вячеславовичу, потому что он принял свое решение, став исполняющим обязанности, он принял решение, что все-таки программу по оснащению нужно возобновлять. В ближайшие 5 лет мы будем получать, мы имеем возможность наконец-то приобретать оборудование, которое нам нужно. Вообще нам очень нужно передвижной флюорограф и маммограф. То есть это позволило бы нам, во-первых, обследовать жителей всего района. Для нас флюороустановка передвижная и передвижной маммограф – это то, что позволяет выявлять рак молочных желез на ранней стадии. Это очень важно. То есть вот это вот прям очень важно, да. Ну и если вот говорить, очень много оборудования дорогостоящего, которое мы можем теперь позволить купить для того, чтобы чтобы пациенты, не выезжая из Ленска, могли себе позволить пройти обследование. Проблемы одни и те же, остаются из года в год. Это отсутствие людей и денег.
Причем мы готовы принимать же и, ну вот только закончившие, да, обучение, потому что я рассматриваю сейчас и программу по профессиональной подготовке, переподготовке. То есть нам нужно очень много специалистов, и мы планируем. В этом году мы проводили уже обучение докторов, у нас доктора выезжали не только онлайн обучение, дистанционное, да, но и обучение вот с выездом у нас было у докторов. И мы эту практику в любом случае продолжим, будем закладывать на это финансирование, потому что привлекать в районной больнице специалистов можно только одним. Во-первых, это должно быть именно профессиональное желание работать профессионально. И для того, чтобы профессионально работать, нужно, чтобы у докторов была возможность выезжать. На месте в Ленске уже на протяжении нескольких лет ведет обучение медицинский колледж. Здесь молодые люди могут получить профессию медицинской сестры или фельдшера. Выпускники нескольких лет уже успешно трудятся в медицинском учреждении, а фельдшера распределены по районным ФАПам. Мы достаточно неплохо укомплектовались фельдшерами после того, как они закончили у нас, получается, год назад лечебное отделение, да, нашего филиала Якутского колледжа, то сейчас вот мы приняли на обучение только фельдшеров, но они выпустятся только через 2 года, поэтому, конечно, мы ждем. Не все у нас укомплектованы еще, но мы для себя своих специалистов растим. Мы набрали очень, очень хороших, мы говорим, мальчиков и девочек, да, то есть они учатся. Мы думаем, что будут очень хорошие специалисты. Ленская ЦРБ не стоит на месте. Появляются новые технологии в лечении, открываются новые направления работы. Так, с этого года в поликлинике работает колл-центр. Теперь записаться на прием к специалисту можно, набрав номер, прийти к определенному времени и стоять в очереди. Это новшество, по словам главного врача, облегчает работу специалистов. Благодаря колл-центру комфортнее стало и пациентам. Почему контакт-центр открыли, да, и он у нас работает? Очень многие жалуются, что не могут дозвониться. Они могут дозвониться, потому что там сама по себе программа настроена таким образом. То есть там, если вы хотите позвонить в Министерство здравоохранения, нажмите кнопку 1. Если вы хотите позвонить в Ленскую ЦРБ, нажмите кнопку 2. У нас очень многие пациенты торопыги, они знают, что нужно нажать кнопку 2, поэтому они, еще не успев услышать, что говорит голосовое меню, сразу же нажимают кнопку 2. У них начинаются какие-то проходить непонятные там сообщения или звонки, или их куда-то иногда аппарат подключает. Они не попадают к нашему оператору. А потом начинаются жалобы. Мы все это отслеживаем, потому что у нас же все телефоны, все фиксируется, и я сразу же выхожу на нашего начальника отдела информационных технологий и связи. Что касается планов, то на этот год они сильно не изменились. Будет продолжаться работа по привлечению кадров, нуждается больница и в капитальном ремонте. Но собственными средствами, главный врач признается, они не обойдутся. Остается надеяться, что Министерство здравоохранения выделит их на проведение хотя бы части ремонтных работ. Безусловно, что-то мы будем планировать все равно свое, потому что вообще основной ремонт проводился в 2013 году. У нас не отремонтирована еще терапия, неврология. У нас в не очень хорошем состоянии родильное отделение. Нам нужно ремонтировать и детское отделение. Ну, то есть еще много очень работы. Безусловно, что на такие большие отделения мы сами не замахнемся. Нам для этого просто не хватит денег, потому что мы не сможем обеспечить ремонтные работы в полном объеме. Но вот то, что сможем, все равно будем планировать. Но пока точно известно, уже весной в выписной комнате будет проведен долгожданный ремонт. Анастасия Колесникова получила грант на реализацию своего проекта, который предусматривает обновление данной комнаты и установку там баннера для фотозоны.